Бывший замглавы кыргызстанской таможни, которого обвиняют в выводе из страны около $700 миллионов, возможно, имеет влияние на большинство силовых органов страны. Власти потеряли связь с народом. Борьба с коррупцией существует просто на бумаге. Узбекистанская полиция насильно сбрила бороды нескольких посетителей рынка в Ташкенте. Интервью с одним из пострадавших. Я объяснил, что это незаконные требования. Они слушать меня не стали. Никакой закон или документ мне не показали. Сказали такой приказ. Президент Радио Свобода Джейми Флай посетил Душанбе и встретился с министром иностранных дел Таджикистана. Речь шла о свободе прессы и о возможностях беспрепятственной деятельности радио Озоди и телеканала «В настоящее время» в стране. Я очень ясно дал понять господину министру, что в любом месте мира, где работает Радио Свобода, мы не идем ни на какие компромиссы по вопросам нашей редакционной политики. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В эти минуты Первомайский районный суд Бишкека избирает меру пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову. Сегодня в 14:00 он зашел на допрос в военную прокуратуру. Его адвокат заявил, что его могут задержать. Я напомню, Курсан Асанов вел переговоры с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым во время штурма его дома в селе Койташ. Но 13 августа его отправили в отставку с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия». Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Позже арестовали его водителя-телохранителя. Сейчас в здании суда находится наш корреспондент Дарья Тимофеева. Даш, привет. Уже известно, какую меру пресечения вынес суд бывшему замминистра Курсану Асанову? Шавкат, привет. Да, сейчас уже известно, что Курсан Асанов останется под домашним арестом до 13 октября. До этого его адвокаты сообщали нам, что задержать его не могут в силу статьи, которая ему предъявлена, и она является менее тяжкой, поэтому домашний арест – это закономерное решение суда. Сам Курсан Асанов от комментариев отказался, буквально сказал пару слов, когда журналисты задавали ему вопросы на выходе из суда. Он заявил, что не согласен с обвинением, но при этом верит в закон и в правосудие. Также журналисты поинтересовались, кто же на самом деле проводил переговоры с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, замминистра или министр МВД. На это Асанов сказал, что вы могли видеть на видео, что я тоже проводил переговоры. Что значит это тоже, замминистра не пояснил. Стоит отметить, что его водитель и по совместительству телохранитель обвиняется вместе с ним проходит по этому уголовному делу, и вот он отправлен в СИЗО. Даш, большое тебе спасибо. Всего доброго. Новый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана тоже оказался родственником Раимбека Матраимова. Сын милицейского чиновника женат на дочери старшей сестры Матраимова. Напомню, бывший зампред таможни Матраимов, по версии кыргызстанских журналистов, вывел из страны около $700 миллионов. О том, как бывший чиновник, возможно, взял под контроль почти все правоохранительные органы страны, расскажет Джибек Бигалеева. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут правоохранительные органы и все никак не могут найти и проверить имущество Раима Матраимова, возможно, одного из самых богатых людей Кыргызстана. Вот уже больше полугода финансовая полиция обещает опубликовать результаты расследования, которое началось еще в декабре прошлого года. Из финполиции для этого якобы пришлось уволиться его родному брату, который возглавлял один из отделов госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Но, несмотря на это, дело так и не сдвинулось с места. Да, продолжается. Мы же направили запросы в рамках соглашения со странами-партнерами именно в рамках международных договоров за рубеж. Еще не до конца пришли ответы. О том, как вдруг внезапно разбогател кыргызский таможенник, журналисты рассказывали еще несколько лет назад. Но весной этого года возможные масштабы коррупции просто потрясли всех. В кыргызской службе «Радио Свобода» предположили, что за несколько лет чиновник вывел из страны как минимум $700 миллионов. При этом выяснилось, что глава еще одного органа, который также должен заниматься проверкой незаконных финансовых операций, тоже родственник Раима Матраимова. Сестра Гулямджана Анарбаева замужем за родным братом скандального таможенника. То, что такие назначения повторяются, говорит о нескольких вещах. Во-первых, власти потеряли связь с народом. Борьба с коррупцией существует просто на бумаге. Работают двойные стандарты. Мы сейчас на 132-м месте по уровню коррупции в мире, а непотизм – один из главных видов коррупции. В нашей стране решения принимаются только исходя из корыстных интересов. По примеру Койташа мы поняли, что власти могут быть решительными и принципиальными, но это им нужно только в те моменты, когда они думают о собственной выгоде.
О том, что сами Матраимовы тоже занимают разные важные посты в своем родном Карасу, в Аше журналисты тоже писали, но никакой реакции и на это не было. И даже более того, на место уволенного со скандалом заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова назначили еще одного родственника того самого Раима Матраимова. Сын нового главы МВД женат на дочери старшей сестры бывшего зампреда таможни. В министерстве их родство подтвердили и заявили, что это случайное совпадение. Однако разговоров о влиянии бывшего таможенника и о том, что он готовится к парламентским выборам, которые пройдут в следующем году, теперь стало еще больше. И если раньше на Раимбека Матраимова работали только тролли в соцсетях, говорят медиаэксперты, то теперь речь идет о целых редакциях. По повестке в СМИ нужно делать глубокий анализ, и только основываясь на этом анализе, я могу сказать, какие новостные издания действительно продвигают повестку Матраимовых. Да? Но некоторые материалы, видно, проплачиваются, то есть это в основном кыргызскоязычные небольшие новостные сайты, где информацию можно разместить от 3 до 10 тысяч сомов. При этом утверждать, что эти медиа теперь принадлежат бывшему чиновнику, нельзя, говорит Кульнуров. В Кыргызстане очень сложно найти реальных владельцев СМИ. И пока власти все никак не могут закончить обычную проверку имущества бывшего чиновника, а его родственники один за другим занимают высокие посты в правительстве, разных теорий и мифов о влиянии Раимбека Матраимова становится только больше. Любек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Методы Петра. В Узбекистане милиция начала сбривать бороды мужчинам. На одном из крупных рынков электроники Ташкента Малика 23 августа прошел рейд. Задержанных увозили в отделение и заставляли убирать растительность на лице. После этого мужчин отпускали. В итоге своеобразной экзекуции подверглись десятки человек. Один из торговцев рынка, Джамалидин Мухаммед, рассказал нам в интервью, что рейд начался после обеда. Милиция задерживала всех мужчин с бородой, в том числе и его. В пресс-службе ГУВД Ташкента на вопросы журналистов отвечать не стали. В свою очередь, в Духовном управлении мусульман Узбекистана не согласны с действиями милиции. Там отметили, что притеснение граждан за ношение бороды противозаконно. Меня отвезли в 4-е отделение внутренних дел. Там были люди с бородой, и молодые, и постарше. Длинная очередь. На 2-м этаже была парикмахерская. Всем сбривали бороды. Меня спросили, зачем я ношу бороду. Я сказал, что мне это нравится. Они этого понимать не хотели. Они начали говорить, что я не исполняю законных требований сотрудников внутренних дел. Я объяснил, что это незаконные требования. Они слушать меня не стали. Никакой закон или документ мне не показали. Сказали такой приказ. Я сказал, что молчать не буду и приду с юристом. Я подал заявление в ГУВД, Ташкентскую городскую прокуратуру и Министерство юстиции. Борода завтра опять отрастет. Мне что, нужно к ним каждую неделю ходить? Это уже не первый подобный случай в Узбекистане. Были случаи, когда студентов с бородой не пускали на занятия. На прошлой неделе предпринимателя с бородой не пустили на прием главе города Фергана. Он приехал из Ташкента презентовать инвестиционный проект. В 2016 году бородатых болельщиков не пустили на стадион, где должен был пройти товарищеский матч между местными футбольными командами. Милиция им посоветовала сбрить бороды. Неизвестные совершили покушение на жизнь гражданской активистки Галины Арзамасовой. В нее стреляли у здания районной администрации Алматинской области. Женщину ранили в бедро. Сейчас она находится в одной из больниц Алматы. Ее коллеги связывают это нападение с активной общественной деятельностью. Сегодня правозащитники выступили с обращением к властям. Они сомневаются в справедливом расследовании этого дела. Почему, узнавала Шалпан Разбекова. 3 дня прошло с того времени, как на меня было сделано вооруженное нападение с бутылкой зажигательной смесью, но до сих пор ко мне никто не явился. Эта запись была сделана активисткой Галиной Арзамазовой в первых числах июня этого года. Уже тогда это было отнюдь не первым покушением на ее жизнь. И вот вчера в Галину стреляли прямо у здания районной администрации. Здесь была запланирована встреча с чиновниками. По словам ее сторонников, которые оказались рядом, присутствовавшие успели заметить серебристую машину. Оружие, из которого стреляли, было с глушителем. Ранее несколько покушений на Арзамазову так и остались без внимания правоохранительных органов. На Галину на протяжении 2 лет 5 раз было совершено нападение, то есть была авария, ее избивали, значит, и все это было сопряжено именно со встречами в акимат. По 5 заявлениям, все заявления они просто вот так вот не нашли, все. Никто и не искал. Одну из таких историй рассказали и соседи активистки. Тогда злоумышленников тоже не поймали. Да, ее однажды здесь били. Еще мы выбежали, спасли ее. Нет, и никого не поймали. То он был в капюшоне, такой высокий. И она орала, как дикая, мы выскочили, а он ее уже бил.
Активистка Галина Арзамазова живет в Алматинской области. Там она ведет собственное расследование о незаконной продаже земельных участков в одном из близлежащих районов. Женщина не исключает, что в этих делах вполне могут быть замешаны госслужащие. Арзамазова поднимает и другие проблемы, которые якобы игнорирует местная исполнительная власть. На беседе с Акимом и говорили с ним. Проблемы-то есть, Нургали Адильбекович, как вам не стыдно продавать вот эту зеленую зону? Он мне сказал, вы за эти слова еще ответите. Да. Между тем, в областной полиции очень сдержанно, но все же рассказали о произошедшем накануне инциденте. Говорят, преступник задержан, а вот почему предыдущие нападения так и остались нераскрытыми, ответить не смогли. Обещали выяснить в кратчайшие сроки. По сообщению пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, по факту пулевого ранения, причиненного Галине Арзамасовой, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний житель Талгарского района. Пневматическое оружие изъято, проводятся следственные действия. Статья 293, часть 3 «Хулиганство». Группа гражданских активистов опасается, что и на этот раз история с Арзамазовой может остаться нераскрытой. Задержание – это хорошо. Теперь осталось доказать, что стрелял именно задержанный. А дальше – мотив, цели, личность заказчика. Активисты каждый со своими проблемами не раз уже обращались в правоохранительные органы. Расследования их дел также были затянуты на годы. Но итогов нет до сих пор. Мы вот 24 человека, пострадавшие от по разным делам, обратились с коллективным заявлением к Назарбаеву и к руководителям МВД и других государственных органов о беспределе полиции, в основном, на которые получили очередную никчемную отписку. А издевательским ответом на наши многочисленные жалобы на заместителя начальника ДП по следствию Нуркаева является перевод его, как уже говорилось, на повышение в столицу. Вот вам ответ. Чем, больше мы жалуемся, чем у них лучше карьера. Организованную в Бюро по правам человека пресс-конференцию собравшиеся закончили небольшим флешмобом и назвали это своеобразным посланием для руководства страны. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Смотрите далее в нашей программе. Президент Радио Свобода Джейми Флай посетил Душанбе и встретился с министром иностранных дел Таджикистана. Речь шла о свободе прессы и о возможностях беспрепятственной деятельности радио Озоди и телеканала «Настоящее время» в стране. Я очень ясно дал понять господину министру, что в любом месте мира, где работает Радио Свобода, мы не идем ни на какие компромиссы по вопросам нашей редакционной политики. В Туркменистане власти разгоняют очереди у банкоматов. Людей задерживает и допрашивает полиция, сообщают корреспонденты туркменской службы «Радио Свобода» Азатлык. С сотрудниками госпредприятий проводят разъяснительные беседы и требуют не показываться у банкоматов. Люди считают, что такие меры ввели после выговора главе Центробанка, который вынес лично президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Власти впервые, хоть и косвенно, признали проблему. Недавно Аркадак заявил, что финансовые средства в кредитных учреждениях имеются в достаточном объеме, но нужна бесперебойная работа банкоматов. Между тем, эксперты причиной очередей назвали нехватку наличности. Проблема эта продолжается уже более 2 лет. Систематически вводятся ограничения на сумму обналичивания. Зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляется на банковские карточки. Люди вынуждены стоять в очередях у банкоматов часами, некоторые составляют списки еще с ночи. Жители регионов порой за отдельную плату отправляют банковские карты в столицу для обналичивания. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай находится с рабочим визитом в Центральной Азии. Он уже успел встретиться с министром иностранных дел Таджикистана и сейчас направляется в Алматы и Бишкек. Сразу после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Таджикистана господин Флай дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту в Душанбе Анушервону Арипову о свободе прессы в стране, об отношении власти к беспристрастной журналистике Радио Озоди и нашего телеканала «Настоящее время» и о многом другом. Господин Флай, добрый день. Добро пожаловать в Таджикистан. Я слышал, что ваш визит в Душанбе мог быть отменен. На Радио Свобода я человек новый, и мой первый визит в наше региональное бюро именно в Душанбе. Радио Озоди и телеканал «Настоящее время» работают здесь успешно. В течение нескольких недель мы вели переговоры с властями Таджикистана, и до последней минуты было непонятно, смогу ли я приехать. Но я очень рад, что в итоге я получил визу и смог встретиться с представителями правительства. Это правда, что таджикистанские чиновники не хотели с вами встречаться?
Непонятно. Было действительно неясно, будет ли какая-то встреча до моего отлета. Но я рад, что министр иностранных дел Таджикистана господин Сирджиддин Мухриддин сел со мной за стол переговоров и обсудил позицию правительства в отношении Радио Озоди и нашей работы здесь, в Душанбе. Я, как президент Радио Свобода, хотел поделиться своими серьезными опасениями по поводу давления на наших журналистов, выразить свою позицию насчет официальных аккредитаций, чтобы журналисты Азоди и настоящего времени ежедневно могли здесь работать и освещать все значимые для страны события. Хорошо, что мне удалось обменяться мнениями с министром иностранных дел Таджикистана. О чем вы еще говорили? Я очень ясно дал понять господину министру, что в любом месте мира, где работает Радио Свобода, мы не идем ни на какие компромиссы по вопросам нашей редакционной политики. Мы поддерживаем уровень объективности наших материалов и подчеркиваем наличие разных политических мнений на всех наших платформах. Я также предложил господину министру дать интервью журналистам Радио Озоди или Настоящего времени. Я полагаю, что правительству Таджикистана было бы полезно использовать наши платформы для выражения своей точки зрения. Точно так же мы предоставим площадку для выражения своей позиции тем силам в таджикистанском обществе, которые не согласны с точкой зрения власти. Я верю в то, что Радио Свобода предоставляет равные возможности, о чем я и сказал господину министру. Я надеюсь, что он и его коллеги по правительству страны захотят использовать Радио Свобода и наше бюро в Душанбе более активно в будущем. Что вы думаете о свободе прессы в Таджикистане? Немного беспокойно от того, что я увидел, но, с другой стороны, есть гордость за то, что власть вообще разрешает Радио Озоди и Настоящему времени иметь бюро и работать в Душанбе. Так происходит отнюдь не в каждой стране. В Азербайджане, Узбекистане Радио Свобода не может свободно работать и открыть бюро. И этим фактом таджикистанское правительство, безусловно, может гордиться и поддерживать сложившиеся отношения в будущем. Суть в том, чтобы наших коллег здесь не арестовывали, выдавали по нашему запросу аккредитации и позволяли делать их работу. Это то, о чем мы сегодня ведем диалог с правительством Таджикистана. Я думаю, что повод для беспокойства о свободе прессы в Таджикистане появится, если однажды мы не сможем делать нашу работу в Душанбе и наши люди не смогут функционировать в рамках бюро. Думаю, что в таджикистанском правительстве также хорошо это понимают. В правительстве используют систему аккредитаций как контроль за Радио Свобода. Да, то, что происходит сегодня вокруг нашего бюро, вызывает беспокойство. Я также слышал опасения по поводу закрытия некоторых других веб-сайтов. Мое мнение по этому поводу совпадает с мнением других вещательных организаций. Наряду с другими видами давления, такие действия серьезно подрывают свободу прессы. Важно понимать, что, посылая сигнал о том, что журналистские аккредитации не будут продлены, власть занимается давлением на свободную и независимую журналистику. Спасибо за интервью. Ограбление с религиозной подоплекой в Душанбе обокрали швейный цех. Ранее там располагалась мечеть. Владельцы цеха уверены, их ограбили местные жители, недовольные закрытием храма. Анушер Нарипов разбирался в религиозно-бытовом конфликте. Ущерб от ограбления Бибихон Хаджаева все еще подсчитывает. Самые крупные вещи, которые воры вынесли из ее цеха, она определила сразу. А вот с мелочевкой придется повозиться. Слишком много всего хранилось здесь. Но расстраивают женщину не будущие расходы, а то, что подобное может повториться. По ее словам, местные жители недовольны, что цех она открыла в бывшей мечети, которую они строили и украшали общими усилиями. Цех соседи ограбили из мести, считает Бибихон. Украли ткани на сумму в $500, 2 кондиционера рабочих. В принципе, мы ими почти не пользовались, с открытыми окнами сидели. Также взяли небольшую сумму денег, которую мы отложили на покупку расходников. Всего от $50 до $100 в национальной валюте. Эти деньги у нас всегда хранятся для покупки всякой мелочевки. Еще что-то взяли, но мы просто пока не подсчитали. Такой же версии придерживаются и работницы цеха. Упреки от местных жителей время от времени приходится выслушивать и им. В лицо нам не говорят обычно, но иногда заходят мужчины и говорят, что вы здесь в мечети работаете, едите сами и даете детям хлеб, купленный на грязные деньги. Жители квартала отрицают, что были против открытия швейного цеха в бывшей мечети и что воры могли быть из местных.
Я не думаю, что кто-то против. Если бы жители не хотели, не позволили бы открыть здесь цех. Наши жители здесь трудились и приводили все в порядок, ремонтировали здания. Никто не собирается их выгонять отсюда или выживать. Никто не жаловался на цех, так как это было решением властей. Чиновники из администрации Душанбинского района Шохмансур говорят, что хоть от владельцев цеха ими поступают регулярные жалобы, подтверждений этому нет, и они не могут принять никаких мер. Когда поступает жалоба от владельцев цеха, мы идем и проводим разъяснительные беседы с жителями, но они ни разу не признались, что против работы цеха на территории бывшей мечети. Поправки в закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях, принятые в Таджикистане в 2016 году, обязывают регистрировать каждую мечеть. Для этого храм должен соответствовать множеству критериев. Например, для получения разрешения от властей на религиозную деятельность в районе открытия мечети должно проживать от 10 до 20 тысяч человек. Хатибы-настоятели должны сдать экзамен и получить лицензию на работу, вести бухгалтерию и отчитываться об источниках доходов, имуществе, расходах, а также платить налоги с пожертвований. С принятием этого закона в стране в общем были закрыты порядка 2000 мечетей, а помещения переданы в фонды для создания социально-культурных объектов. Этот закон регулярно подвергается критике международных организаций. Из-за него Госдеп США включил Таджикистан в черный список нарушителей религиозных свобод. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время, Азия. Сегодня робот российского производства по имени Федор со второй попытки попал на Международную космическую станцию. Подробности космической Одиссеи у Александра Касаткина. Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке, готов к продолжению работы. Какую пробку имел в виду российский робот Федор, в своем твите его редакторы не сообщили. Антропоморфный робот, позывной Skybot F-850 и помощник экипажа Международной космической станции все-таки попал на новое место работы, хоть и со второй попытки. В первый раз корабль «Союз МС-14» пытался пристыковаться к МКС еще 24 августа, но не смог этого сделать из-за сбоев в работе радиооборудования модуля «Поиск». Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев объявил, что причиной стали, цитирую, ранее не встречавшиеся колебания корабля. В трансляции НАСА речь шла о проблеме усилителя системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС, который не удалось стабилизировать корабль. В итоге вчера утром троим космонавтам пришлось в ручном режиме перегнать корабль «Союз МС-13» от модуля «Звезда» к модулю «Поиск». Сегодня МС-14 с роботом и грузом на борту успешно пристыковался к «Звезде». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам ТАСС, что сегодня робот Федор еще не начнет работать на МКС. У нас был небольшой резерв по времени, и эти 2 дня, которые, как написал робот, он потерял в пробке, мы компенсируем, пояснил Рогозин. В основные задачи Федора на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок. Робот-спасатель Федор создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Он умеет работать с инструментами, водить автомобиль и стрелять по-македонски, то есть с 2 рук. Имя Федор роботу дал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Известно, что 14-летнего внука главы Роскосмоса тоже зовут Федор. Александр Касаткин. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. До встречи. Я на родине творений Антони Гауди. На родине 8 памятников мирового наследия ЮНЕСКО. На родине футбольного клуба обладателя золотой бутсы Лионеля Месси. Да, вы угадали. В этом выпуске «Умных городов» я в Барселоне. Салюгемский национальный парк, он был создан в 2010 году для того, чтобы взять под охрану краснокнижные виды животных, такой как снежный барс, манул и алтайский горный баран. Россия – это самый северный ареал обитания снежного барса. Как так получилось, что вы занялись браконьерством когда-то? Ну, когда-то нечем было кормиться, а деньги не были. Предки говорили, что когда снежный барс находится и убиваешь, ну, сам
как-то умираешь, короче. У них удар какой-то.